Наш эфир продолжают новости из студии на открытом воздухе. Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы вам расскажем о том, что происходит в республике. Наши корреспонденты поведают о мероприятиях в Якутии. Мы поговорим об активном отдыхе и, конечно, покажем потрясающие кадры, снятые на открытом воздухе. В начале выпуска поговорим об образовании. Как организовать детский коллектив разного возраста, знают воспитатели детского сада отдаленного поселка Угаян Белецкого инвенкийского национального наслега. Садик Юней считается малокомплектным. Две группы посещают всего 25 ребят. В первую ходят дети с 10 месяцев до 1,5 лет. Вторая группа ведет мальчиков и девочек до школы. В младшей группе всего 5 воспитанников. Малышей воспитатели не только обучают бытовым умениям, внимание уделяют и навыкам общения, а также творческому развитию. По словам педагогов, все малыши очень разные и скучать с ними не приходится. С 1,5 до 3 можно научить ребенка, например, горшку, кушать, и самостоятельным быть немножко. Они с малых лет все понимают, им все надо знать. Дети хорошие, маленькие, они еще все понимают. Становятся как родные и не все время вместе. А тем временем Амгинская станция юных натуралистов совместно с инспекцией экологии ежегодно проводит акцию «Подкорми птиц». Педагог станции Александра Киренская совместно с воспитанниками кружка «Зимний сад» и учениками Амгинской коррекционной школы изготовили замечательные кормушки и развесили их в специальном месте вместе с кормом для птиц. Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и воспитывает в детях заботливое отношение к окружающей природе. Также инспекторы экологического надзора рассказали детям о перелетных и зимующих птицах. Учащиеся приходят, делают свои кормушки, скворечники и кормят зимующих птиц. Орнитофауной они увлекаются уже 5-й год. И каждый год, каждый месяц кормят птиц. У нас в Амгинском районе расположено очень много кормушек. Например, на 5-м километре около парка и около детсадов, школ. И вот здесь у нас сегодня. Вернемся в Алданский район. Там сейчас проходят Дни якутской литературы. В качестве почетных гостей в мероприятиях принимают участие члены Союза писателей республики. Литературная экспедиция под названием «Писатели. Время» посвящена столетию якутской автономии. В духовно-культурные богатства погрузились и наши коллеги. Любите свое отечество и берегите родину. Пожалуй, таким стал главный завет, данный писателем Николаем Логиновым алданским школьникам и студентам. Встреча поэтов и писателей республики с молодежью прошла в рамках Дней якутской литературы в Алдане. Люди, которые работают здесь, они любят свою работу, отдаются ей полностью и понимают те современные проблемы, которые сегодня стоят перед библиотекарями. А писателям без библиотекарей, без библиотек никуда. Они являются тем звеном, который соединяет нас с читателями. В состав литературной экспедиции вошли члены Союза писателей Якутии. Литературный десант на Алданской земле высадился не случайно. Южная Якутия явилась родиной многих писателей и поэтов, оставивших в культурном наследии яркий след. Наверное, лет 40-50 уже здесь не было такого десанта якутских писателей. Где-то на середине 80-х годов, если я не ошибаюсь. Литературную какую-то вот эту подоплеку и связь захотелось просто оживить. И поэтому мы приехали, и свой проект мы посвятили столетию автономии ЯССР. Наверное, вот в связи с этим юбилеем мы должны почувствовать, насколько прочны наши не только экономические, не только такие связи, а вот именно духовные, литературные связи. Стоит отметить, что знакомству с национальными произведениями особое внимание уделяется в школах района. В канун Дней литературы финишировал проект, объединивший чтецов якутской поэзии и прозы. В Алдане гости ознакомились с творчеством местных писателей и художников, а также дали мастер-классы. По словам гостей и хозяев, первоосновная ценность Дней литературы заключается в обмене культурным опытом и в консолидации духовных богатств. Зачастую, когда мы говорим и заботимся о своих материальных благах,
мы иногда забываем и о духовной составляющей нашей жизни. А это, согласитесь, не отсутствие гречки и сахара в магазинах, и последствия могут быть гораздо существеннее. Так что духовная составляющая в нашей жизни должна присутствовать, и такие мероприятия направлены именно на это. Дни якутской литературы обещают стать весьма насыщенными. Они включат экскурсии, выставки и знакомства с картинами современного кинематографа. Также участники литературного десанта проведут творческие встречи в городе Томот и в селе Хатыстыр. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Поговорим и о погоде. На большей части Якутии установилось тепло с температурным фоном выше нормы на 10-13 градусов. Об этом сообщил замначальника Якутского управления гидрометеослужбы Вячеслав Шекиров. На юго и юго-западе отмечаются слабоположительные температуры от +1 градуса. До конца недели дневная температура воздуха может прогреваться до +3, +5 с приходом циклона из Монголии. По прогнозу на апрель среднемесячная температура воздуха в Якутии ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Где хорошая погода, там и активный отдых на свежем воздухе. Местности «Зеленый луг» и ипподром в Якутске выбраны для проведения всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Она пройдет уже в эту субботу, 26 марта. Основной старт будет дан в местности «Зеленый луг». Сообщается, что на месте будет организован плакат лыж. Всего по Якутии ожидают участия около 16 тысяч человек. Всем желающим можно будет поучаствовать в забегах на 2, 3 и 5 километров. Спортсменов, занявших призовые места, наградят медалями и дипломами. Кроме того, памятные кубки получат самые пожилые и юные участники, а также победители в номинации «Спортивная семья». Поговорим и о туризме. События последних дней кардинально изменили картину как выездного, так и внутреннего туризма. Введение санкций заставило индустрию путешествий переориентироваться. В результате сформировалось несколько заметных трендов, которые становятся актуальными для наших туристов в этом году. Каким будет этот туристический сезон, узнавала Ирина Жданова. Что скрывать, многие россияне привыкли отдыхать на морских курортах. Более того, это базовая потребность нашей северной страны. Конечно, вся ситуация в целом не вызывает оптимизма, но и не является критичной. Для многих этот туристический сезон пройдет под флагом внутреннего туризма. Семья Епаровых в этом году свой отпуск решили провести на Байкале. В их случае новые обстоятельства открывают новые возможности. В связи с этой ситуацией, которая сейчас происходит, мы решили, что безопаснее отдыхать все-таки в России. И у нас большая мечта съездить всей семьей на Байкал. И мы решили приобрести путевки заранее, пока это не столь дорого. В топе сегодня, безусловно, курорты Черноморского побережья. Ростуризм рекомендует для поездок с целью отдыха выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений. Прежде всего, люди потянутся на Черноморское побережье. Даже при закрытых аэропортах юга туроператоры готовы предложить туры с прилетом, например, в Сочи и трансфером до отеля. Также в ближайшее время ожидаем открытия азиатских направлений. Чтобы сделать отдых в стране более доступным, поддержать бизнес и сохранить рабочие места в отрасли, агентства и компании запускают различные акции. Ростуризм, например, с 15 марта возобновил продажу путевок с кэшбэком до 20% стоимости тура. Большой спрос на авиабилеты в сезон отпусков говорит о том, что туристический поток не уменьшается. Зато расширилась география поездок по России. В летний период больше всего пользуются спросом, конечно же, рейсы, которые вылетают на Сочи, на Краснодар, на Симферополь. В общем, все, которые вылетают ближе к морю. Все люди хотят отдыхать, и все летят в сторону Черноморского побережья. В этом году субсидии могут пользоваться не только льготные категории граждан, такие как многодетные, пенсионеры, молодежь, инвалиды. Также теперь пользуются субсидией еще и жители Дальнего Востока, имеющие прописку в Дальневосточном округе. Геополитическая ситуация вывела из равновесия многие отрасли, в том числе и туризм. Сейчас сложно делать какие-то прогнозы из-за нестабильной обстановки с авиаперевозками. Пока россияне могут летать только по России и в те страны, которые перечислены в списке Ростуризма. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
И в завершении редкий для нашего региона вид активного отдыха – полет на воздушном шаре вернулся в Якутск. Подготовка к запуску в небо начинается еще на земле. Перед подъемом воздушного судна план полета согласуется в зональном центре Федерального агентства воздушного транспорта. Затем аэростат проходит обязательный технический осмотр, после чего купол наполняется горячим воздухом. Сама процедура занимает примерно 25 минут. Корзина сплетена из ротанга, внутри 4 газовых баллона, за счет которых и нагревается воздух. Аэростат весит около 300 килограмм и в надутом виде высотой с пятиэтажный дом. Нереальное чувство оторванности от земли невозможно описать никакими словами. В этом и заключается прелесть подобного времяпрепровождения. Предлагаем и вам насладиться кадрами, снятыми с высоты птичьего полета. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.